Бисмиллях, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Доброй ночи, уважаемые мои подписчики, доброжелатели и не очень. Я рад приветствовать вас у себя в эфире в воскресенье. Вроде бы сегодня должен был сделать в Телеграме, но все же пока не вижу ничего, как говорится, позитивного в этой программе, к сожалению. Да и подписчиков не прибавляется, ни новых людей не становится, поэтому пока уж лучше я буду проводить там, где более или менее международная площадка, то есть могут зайти подписчики из Европы, и с России, да и со всего мира. Потому что многие, которые мои подписчики из-за границы, жалуются на то, что Телеграммом никак не могут подружиться и найти, так сказать, хорошую работу. А, Конечно же, в ВК, алейкум ассалам, ВК я не пробовал. Вот сегодня, вчера, к сожалению, я не смог провести эфир по известным, думаю, многим причинам. Сегодня, как говорится, смог немножко подсобить. И вот, конечно, возможно, не так долго будет наш стрим сегодняшний, но все же пообщаемся заодно и постараюсь ответить на ваши вопросы. Ассаламу алейкум, брат. Аслам, как ты? Алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Ничего, нормально. Уже более или менее выздоровел. Вот, живой, здоровый, по крайней мере, пока. Посмотрим, что будет дальше. Болячки дают о себе знать, как говорится. Алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Вот. В пятницу к нам поступило довольно-таки много новых, то есть в эфире заметил много новых подписчиков. Вот. И надеюсь, Дэрис Хейл, Марк. Ибраим, у меня вопрос. Когда мы с тобой сейчас вот в прямом эфире, все подписчики, им высвечивается в Ютубе, кто подписан, кто подписан, он видит это, имеется в виду, что идет прямой эфир. Get Богу. Нет, Алла, что ты пишешь? То есть, когда идет прямой эфир, да, то есть подписчики видят, что идет прямой эфир, я правильно понял? Все понятно, все понятно. Понял, понял, понял. Окей. Ну, алейкум ассалам. Задавать. Ну, вы видите, да, мы начали уже публиковать посты, и не только прямые эфиры. Валикум ассалам. То есть мне, так я понял, объяснил Ибраим, что здесь можно не только в прямые эфиры делать и загружать видео, можно точно так же, как в Инстаграме загружал исторические какие-то наши, непосредственно историю нашего народа, карты, что я тоже делаю. Надеюсь, если у вас возникнут по этим картам или по описанию каких-либо исторических процессов,
вы можете задавать, валикум ассалам, Мотя, вопросы, когда у нас идет прямой эфир. Вот. э, И, само собой, постараемся. Шароевский Омар. Шаро Омар. Оша Хауити еще тот же самый Шароевский Омар, который в Инстаграме всегда со мной в одном окопе был. Валейкум ассалам. Да, очень много, честно скажу, очень много негатива идет с последнее время работы нарница вообще, Волшу, ДРС, Хилдалсидуэл Омар. Не утихают вот эти все войны, которые шли. Я думал, что вот в связи с последними событиями, наверное, перестанут, но ни те, ни другие нарнийцы, конечно же, не пытаются и не хотят ни угомониться, ни успокоиться. Дезинформацию свою как закидывали, так и закидывают. Но благо у нас материалов не меньше реальной нашей истории мы будем публиковать, мы будем опровергать, да, Аллаха, что мы и делаем. Сейчас, пока в данное время мы интенсивно пока закидываем в историю нашего народа, вот по мере возможности, конечно же, я пытаюсь публиковать их все, и дальше все больше и больше по нарастающей мы будем проводить, разбивать эти мифы. Да, я, вот честно сказать, в день не успеваю просто. Нордийские боты начали писать в Ютубе. Алейкум ассалам. Начали писать в Ютубе мне всю эту всякую свою чепушиловскую ерунду. Я надеюсь, они просмотрят это видео или сейчас, возможно, кто-то прослушивает. Я хочу сказать, что я не пожалею времени. Вы зря можете не тратить свои слова. Если эти ролики будут, или точнее вопросы будут каким-то образом оскорблять мой народ, а я знаю, если это будет так, ответка с нашей стороны будет очень жесткая. Поэтому я думаю, что вы, брат Омар, задонатил. Омар, Аллах дал сей дуэл. Теперь я точно знаю, что это ты. Да, духуа хуэл бодис, так эзашка соудолил ваша. И что я хотел сказать? То, что они делают, то, что они пытаются все равно как-то противопоставить, закинуть, почему-то проснулись только сейчас, там рассказывать всякие байки, я удаляю, потому что на каждый ваш башлам сегодня Бузуртанов сегодня Пургуниус. Я не смотрю, я не знаю, я за его сказками, творчеством не наблюдаю давно уже, честно сказать вам. Вот и после всего этого еще пытается надеяться, что я оставлю комментарий. Конечно же, я не оставил. Боюсь, что такие комментарии оставлять, это вот будет выглядеть как раз-таки разжиганием. Мне за это не хочется ни в коем случае решать достойную аудиторию братьев и сестер наших, как говорится, помочь и довести истинную историю. Вот. А так мы каждый день понемножку, частично все показываем, доказываем. Так что ни Шаройский, ни Чеберлоевский, ни Ауховский, ни Серноусский, никакие другие Шилковской, Наурские, Натеречные районы никогда никому иначе не принадлежали, кроме как нашего народа. В разные периоды, под разными силами, конечно, они передавались, переходили во время каких-то объединений. Но мы живем на исконно своей земле и никогда
не пытались брать вообще что-либо чужое. И надобности в этом не было. Что касается археологических, культурного наследия, оно очень богатое. Мы в прошлую неделю, в пятницу с вами говорили о том, что мы какие культурные кластеры археологические находили на территории нашей Родины, и что, конечно же, имеет огромное значение для знающих и ведущих э, историей. Вот, что это имеет огромный культурный кластер для истории нашего народа. Вот. А так, продолжаем в том же духе, продолжаем работать, учить, обучать, помогать, отвечать на вопросы. И, иншаллах, я надеюсь, мы достигнем нужного, хорошего результата, которым вы будете и сами гордиться, и я буду горд, что смог чем-то помочь вам. Вот так вот. Задавайте вопросы, если они у вас есть, конечно же, с радостью отвечу. Башлам, бываю не так часто, как раньше на Фейсбуке, поэтому пока редки твои репосты в наших исторических группах. А, Послушайте, ну, Facebook вы должны понимать, да, здесь у нас есть небольшие ограничения по Фейсбуку, поэтому мне приходится, я пытаюсь, конечно, у меня связаны, это еще с тех пор, как до блокировки они связаны у меня. Из-за этого я, конечно же, и оставляю их, как говорится, если я публикую в одно место, публикуются и в другие места тоже. Нам нужно максимально, чтобы вы все, как говорится, помогали максимально нам распространить, чтобы люди сюда переходили на YouTube-площадку и, конечно же, на площадку Телеграма и Ютуба. Это очень важно. Я не знаю, просто-напросто Инстаграм это своеобразная площадка. Собирал я очень долго их туда. Э, Надеюсь, что и в будущем мы сможем собрать наши тоже не отстают в этом плане. Вопросы идут просто-напросто. Прошу прощения. Башлам, сегодня будет тема из истории от тебя. Бываю не так часто, как раньше на Фейсбуке, поэтому пока редки твои репосты в наших исторических группах. Адам. Постараюсь исправить, но вы должны понимать, что сейчас немножко тяжеловатая ситуация, Адам, вообще из-за этих последних событий. И я даже, честно сказать, не понимаю, нужно ли людям сейчас, пока кто-то интересуется ли этой историей, кому-либо нужно ли это. Я понимаю, что есть там старые такие войны, как Омар и остальные, которые любят и до конца идут, несмотря на любые проблемы. И сегодня идет и мониторинг, имеется в виду, и проверяются. Все, как говорится, делается для того, чтобы всегда была рука на пульсе. Мы Бехмобилыш, это э, ой, مجهود عليه الحياة. ها سؤال يا عقمة. Давай, я открою сагаттеш. Башлам, сегодня будет тема из истории от тебя. Валейкум ассалам. Оружие или культура или что-нибудь из исторической архитектуры. Но я постараюсь. И все, что вам интересно, если вы считаете, что там
отвечать на вопросы, как-то вести живую дискуссию, мы будем вести живую дискуссию. Хотите, мы можем зачитать и об культурах тоже. Разницы нету, все на ваше усмотрение, все по вашему, как говорится, желанию. Вот. Но просто-напросто я должен знать, насколько вам это интересно, если интересно это, конечно же. Вот. Поэтому ТМБ, массу мокшду, элхамдуллах, тхо мокшду, динаду, да Аллах, дагам дутхо. У меня все не так получается, если я там не отвечу сразу. О, хархала, вашхала. Позицию изменим чуть-чуть. Ох, я. Так и живем. Ну, давайте тогда сделаем вот как, чтобы не уходя далеко от нашей темы. Пошла книга тоже интересно. Сейчас зачитаем. У нас в прошлый раз мы остановились. Немножко мы остановились. Билайн. Кто-то задонатил. Не знаю кто, но кто-то, походу, задонатил на мой телефон. Но кто бы ни был, Аллах дал са дойл, бодиснек эзашка соду улетел, что мы дал веркет дойл. Вот, так. Все. Так. Прошлый раз мы закончили с вами говорить о Майкопской и начали говорить о Каякена-Харачоевской. Ага. Да. Давайте теперь еще об одной культуре, которая находится на нашей территории, является частью нашей истории. Непосредственно я зачитаю, и вы в дальнейшем уже сами определите. Если у вас будут вопросы, мы ответим и на эти вопросы. Каякено-Харачоевская культура, начиная со второй половины третьего тысячелетия до нашей эры, в культурно-историческом развитии Северно-Восточного Кавказа замедляется и происходит постепенное сложение новых культур, имеющие некоторые черты преемственности с предшествующей культурой. Вместе с тем происходит этнокультурная дифференциация населения. Конец третьего, первая половина второго тысячелетия до нашей эры. И это отражается на экономическом развитии племен. В дальнейшем здесь возникла Каякено-Харачоевская культура, которая одинаково была распространена в Нохчичо, Чечне и в Дагестане. Каякено-Харачоевская культура была распространена в горной и предгорных зонах приморской низменности Дагестана, а также в юго-восточной Чечне, то бишь Ичкерии, в третьей четверти второго тысячелетия до нашей эры. Я прошу вас обязательно, уважаемые мои подписчики, слушайтесь в дату, и сразу вы должны понимать, когда речь идет и говорится о Нохчичу, и второе тысячелетие, третье тысячелетие, там некоторые дауны пытаются говорить, а вот чеченцы в третьем тысячелетии не были, но не обращайте на этих дегенеративных нарнийских чекиндезов внимания. Здесь идет непосредственно речь о территории, то есть если мы являемся автохтонами Кавказа, автохтонами этих земель, автоматически это обозначает, что
речь идет именно о культурном кластере, который находился на территории Нохчичуя. И непосредственно с нашим народом. Прошу не путать ни Сюли, ни Гумки, ни либо кто-либо другой. Именно касаемо нашей территории, это наша. До чужого нам дела нету. Итак, продолжаем. В третьей четверти второго тысячелетия до нашей эры. Она сложилась на базе предшествующих культур гинчинской и присулакской. Преемственная связь с предшествующими культурами отчетливо прослеживается в развитии ряда слагающих компонентов материальной культуры, архитектуры, поселений и жилищ, гончарном производстве, металлообработке. То есть это одни из направлений, которые в этой местности непосредственно составляли, как вы говорите. Марк Ваша, я только что зачитал, сказал, ДРС Хейл, тот, кто на личный номер отправил донат, то есть на телефонный номер, Аллах дал саадуэл, буду снег эзершка соудуэл. Я думаю, это Марк отправил, Марк Феев отправил. И Марк Ваша и аятинал сообщение яцари, правильно, Аллах, и лучше моти и удалить ей сообщение, потому что, чтобы некоторые нарнийские утырки потом блокируют нам проблемы яцарь, юэлахши, хумшца языце. Второго, она сложилась на базе предшествующих культур. Так, вот, это я сказал. Изменения произошли главным образом в развитии погребальных сооружений и обряда, наборе типов керамики и металлических изделий. Кайкено-харачоевская культура представлена в настоящее время более чем 90 памятниками, могильники и поселения. Но изучена она в основном по материалам могильников. Как было отмечено, культурное единство территории Северно-Восточного Кавказа, нарушенной в эпоху Средней бронзы, восстанавливается, но этническая дифференцированность населения сохраняется, о чем свидетельствуют локальные варианты кайкено-харачоевской культуры. Основанный на данной археологии вывод о единстве и непрерывности этнокультурного развития Северо-Восточного Кавказа с глубокой древности подтверждается данным нахчийских и дагестанских языков. Что касается характера поселений и архитектуры жилых сооружений, кайкено-харачоевская культура существенно не отличается от предшествующей. Так, по данным раскопок Верхнегунибского поселения в период бытования кайкено-харачоевской культуры в горной зоне полностью сохраняется сложившийся в конце периода ранней и период средней бронзы тип горных поселений, также архитектура прямоугольных жилых построек со ступенчатой планировкой. Поэтому строек со ступенчатой планировкой. Круглов выделял в кайкено-харачоевской культуре две группы памятников. Западную, включающую памятники горной Чечни, пограничные зоны Дагестана, и восточную, дагестанскую, имеющие специфические особенности. На основе анализа погребального обряда инвентаря кайкено-харачоевской культуры Марковин выделил в ней 6 локальных групп и сделал весьма интересную попытку связать их с предками современных Северо-Восточного Кавказа на территории их нынешнего расселения. Чеченцы, нохчи, аварцы, даргинцы, лакцы, лезгины. Спорным остается вопрос хронологии этой культуры. Крупнов, Круглов, Коневец, Котович, Шейхов, Марковин, Виноградов, Мунчаев, Смирнов и Есен. В последних исследованиях Котовича эта культура удревнена 15-14 века до нашей эры, что подкрепляется радиокарбонным анализом находок.
То есть все, что здесь были найдены, то, что они описывают, жилище, археологические раскопки, все оно подтверждено. И вот непосредственно вот эти имена описываются непосредственно, я перечислил вам все имена, которые а, полностью поддерживают вот эту идею. Ну и то, что все это подкрепляется радиокарбонным анализом находок. Карбонным, да, радиокарбонным анализом находок. Поздний бронзовый, второй этап. Первый этап мы сказали, да, это 15-14 века до нашей эры. Поздний бронзовый, второй этап, 12-10 века до нашей эры. И начальный этап, период раннего железа, 9 первая половина 7 веков до нашей эры. Документирует зарождение и постепенное повсеместное развитие и производство железа на Северном Кавказе. Хотя основы его производства были заложены где-то в середине второго тысячелетия до нашей эры. Освоение этого металла, сыгравшего, как отмечает Фридрих Энгельс, революционную роль в историческом развитии, в указанном регионе началось почти одновременно с сопредельными территориями Пикуль, Давудов, Котович и так далее. Это кто непосредственно ссылается. Древнейшими находками, древнейшими находками, свидетельствующими об этом процессе, являются куски сидоритовой руды из Нижнесигитминского поселения. Это поселение автором раскопок Бреде помещено за Кайкено-Харачоевской культуры. Котович включает его в Кайкено-Харачоевскую культуру и датирует временем не позднее середины второго тысячелетия до нашей эры. В древнейших комплексах Зандакского могильника, прошу обратить внимание, в древнейших могильниках комплексах Зандакского могильника, погребения 34, 46, 49, также встречаются чены, куски сидерита, морковин. Иными словами, с середины второго тысячелетия до нашей эры на Северном Кавказе умели пользоваться сыродутным способом плавки железа. Древнейшими изделиями, изготовленными из железа, были редко встречаемые на памятниках Дагестана и Горной Чечни в первой половине 7 тысячелетия до нашей эры. Биметаллические кинжалы, втульчатые наконечники копий, ножи, шилья, браслеты, бляхи и другие. Для их изготовления использовалась углеродистая сталь, использовалась углеродистая сталь, применялась и кузнечная сварка. В 7-4 века до нашей эры начинается уже ранний железный век, когда железо становится основным сырьем для изготовления орудий труда и оружия. Микроструктурным анализом установлен высокий уровень кузнечных изделий, изготовленных из сырцовой стали и применимой горячей ковки и закладки. Это Котович непосредственно. Таким образом, рассматривая культуру примечательно тем, что широкое применение получает железо и изделия из него. Вот. Вот так мы рассмотрели о Кайкено-Харачоевской культуре, кластеры, которые находятся. То есть здесь обсуждается, конкретно говорится о том, что на территории нашей Родины во втором тысячелетии до нашей эры уже, то есть это не просто ученые, не чеченские ученые, как хотелось бы некоторым нордийцам представить, здесь именитые ученые советского, российского, так сказать, Академии наук, которые непосредственно зафиксировали это и говорят, что, как минимум, со второго тысячелетия до нашей эры на территории нашей Родины использовался металл, металлические изделия,
и какие изделия были найдены, тоже мы перечислили. Ассалам алейкум башлам. Ва алейкум ассалам. Вот так вот, как говорится, мы Ибраим Хумадас дих ашду хордин хуршдол эншцадичане. Короче, вот так как-то. Если у вас есть вопросы, каждый раз ты просишь показать мне книгу. Я же сказал. Академия наук Грузии, Институт истории и этнографии имени И.А. Джавахашвили, Российская академия наук, Институт этнологии и антропологии, древняя история чеченцев, чеченцев Нохчи, древнейшая история нохчийских племен, первое тысячелетие до новой эры. Вот книга напечатана, то есть уже новая версия распечатана в Грозном 2009 году. Ассалам алейкум башламу алейкум ассалам. У Харматамшин Буалбуба Тахан Админиш между собойчикью. Я ждал твоего эфира. Очень приятно. И вы простите, что вчера я не смог, к сожалению, у меня не было возможности вчера сделать. И, то есть, у меня не было трафика вообще. Поэтому, да и плюс... Шлам, чтобы норнийцы видели. Ну, норнийцы могут видеть, не видеть, это их проблема, это мы еще только начали. Ассалам алейкум, где можно купить? Султан Нохчу. Я не знаю, где можно купить, Вежрей. Я ее не покупал. Эту книгу именно я не покупал. Эту книгу мне непосредственно задонатили наши подписчики, потому что посчитали нужным, что информация, которая есть в этой книге, особо важна для нашего народа. Поэтому, как вы знаете, многие книги, хоть мы и покупаем, ну, покупали, по крайней мере, когда у нас были эфиры через Инстаграм, люди, которые донатили, было чуть больше и активнее, поэтому мы могли приобретать книги. Эту книгу мы приобрели еще в 2018 году, поэтому она не такая уж тонкая, как видите, да, толстая книга. Очень хорошая книга, очень сжата. Башлам. Нам в школе на войнахской этике рассказывали, что в Чечне первые следы обнаружены 30 тысяч лет назад. Не знаю, тогда их... Не знаю, тогда их... Кто их тогда? Нет, тут разница не в этом, там не обязательно ТМБ. Люди исходят из каких-то научных, археологических работ, нужно посмотреть, нужно проверить. Как вы знаете, 1 век – это 100 лет, это как минимум, если мы, конечно же, говорим о 30 тысяч, это 30 веков как минимум, если я не ошибаюсь, да? Поэтому надо смотреть, из чего они исходили. «Войнахская этика» книга у меня есть. Как раз таки мы ее приобрели. Вот. И мы можем проверить по этой книге, есть ли это или нет. Если я не ошибаюсь, это книга 90-х годов, еще начало 90-х годов, где-то так. Ну, как вы знаете, понятия войнахская этика нету, поскольку нету слова как таковой, нету такой национальности, как войнах. Есть нохчи, есть ингуши. Вот. А войнахская этика – это общеобъединенная, это обычно во время Чечено-Ингушетии делали такую тематику. За что мы и пострадали, конечно же, очень сильно за свое, потому что сегодня многие книги, которые напечатаны во время еще событий, точнее, еще когда мы были вместе, 75 лет, когда существовал ЧССР. Без всякого зазрения сегодня люди делают очень простые вещи. Они даже пишут депортация там не чечено-ингушского народа, а там чисто там ингушского народа и так далее и тому подобное. Поэтому мы должны понимать, чем заканчиваются такие последствия. Я, честно скажу, я не противник того, чтобы там, если все там готовы считать себя одним единым народом, я бы с радостью.
Но я противник того, чтобы мы прожили еще, грубо говоря, 70-80 лет вместе, и потом нашим потомкам, каким-нибудь через 100 лет, сказали, вот Шукати Харцадулу, мы объединились, а вот это наше, а это ваше, как сегодня этот генерал стратегического назначения, не сегодня, а вообще там нес чушь, говорил, что там у нас украли 2 раза историю, там Чечня не отдала ни одного исторического артефакта и все тому подобное. Чтобы таких вещей в дальнейшем не было. Башлам, как ты думаешь вообще, как можно говорить о периоде 30 тысяч лет назад, 40 тысяч лет назад? Мне кажется, это не совсем корректно. Ибрагим Сулейманов, я не считаю, что это некорректно, просто ты, может быть, не занимался историей, Ибрагим. Но там такими цифрами вполне можно говорить и 30 тысяч лет, и 40 тысяч лет. В научных кругах ученые даже говорят, что существует наша планета, существует там чуть ли не миллиард лет, некоторые говорят миллион лет тому назад, там, и так далее, и тому подобное. Это все гипотеза, конечно же, подтверждение это очень сложно, вот эту тематику подтвердить это очень сложно, доказать это очень сложно. Ну, как сложно? Радиоуглеродные вот эти анализы, вот как вы думаете, каким образом, вот Каякена Харачевская, чтобы вы понимали, когда говорят, вот сейчас вы не воспринимаете, 7-4 век до нашей эры, до нашей эры. Каждый век это 100 лет, это 700 лет. Плюс сейчас 2022 год. Представьте себе, 2022 прибавить еще 700 лет. Получается 2822 года тому назад по радиоуглеродному анализу, или как он там называется, анализу был сделан материал, меч или что-либо железное, раскопали на территории Зандакского могильника, то есть похороненный на территории Нохчичуа человек, его в советские времена, само собой, археологи раскрыли, проверили и говорят ему, я вообще говорю, здесь это не самый большой срок, до нашей эры, чтобы вы знали, до нашей эры, это то есть до рождения Иисуса Христа имеется в виду. До нашей эры, это если сейчас 21 век, и плюс еще 7, это 28 веков тому назад. Это 2800 лет уже. То есть это время, когда говорится о Каякено-Харачевской культуре, которая восточная часть нашей территории входила непосредственно, обильно найденные в раскопках, находят археологические раскопки показывают, что вот это культурное наследие находится на нашей территории. Точно так же мы в прошлую пятницу зачитывали с вами, говорили о майкопской культуре, которая тоже существует на нашей территории. Опять же, каким образом найдена? Вот это бронзовый век, если я не ошибаюсь. Тут следующее идет кабанская культура, это уже более молодая по сравнению с майкопской культурой, Каякено-Харачевской культурой. А кабанская культура эпоха начинается первое тысячелетие до нашей эры. То есть это всего лишь 1 век получается. Не 1 век, а сколько там получается. Первое тысячелетие до нашей эры. Вот. Их сколько? И сколько, послушайте, речь, поскольку идет только о нашей территории, только о нашей территории. Я же вам зачитывал, вы многие пропускаете вещи, считаете, что это неинтересно, но это особо важно для нашей истории. Смотрите, археологические культуры, которые находятся на территории Нохчичуа, это центральная Чечня, это очень маленькая территория по современным непосредственно, я говорю, не забывайте, о современной территории Чечни. Я уже не говорю, что там, возможно, в это время территория нашей Родины была намного больше и обширнее, потому что многие ученые говорят об этом. И все же, смотрите, какие культуры находятся на территории нашей одной Родины. Куро-аракская культура, Каякено-Харачевская культура, майкопская культура, кабанская культура. Вот. И это вот только вот одни из, сколько их получается? 4 культуры, которые находятся на территории нашей. Ну, потом в дальнейшем там говорится еще северокавказская культура, но это уже объединенная. Нет, это не книга Хасана.
Это не книга Хасана, это не книга Хасана, это книга Салмана. Это доктор, сейчас я вам скажу, доктор исторических наук, да, вот. Поэтому вы должны понимать, опять же, заявления, которые, то есть здесь это все научным методом выработано, ученые описаны, на каких страницах, какие материалы. То есть все, что было перечитано с Кайкена Харачевски, оно зафиксировано, оно есть на документах. Есть ученые, которые ссылаются. Тот, кто хочет более углубленно изучить там археологические материалы, он может посмотреть, то есть какие там. То есть если здесь не описываются более детально все эти моменты, тот, кто занимается археологией, может прекрасно найти это все через интернет и доступные книжные материалы. Вот никаких. Я вам говорю более так, как вам сказать, утрирую, поскольку я боюсь просто потерять часть аудитории, если я там буду углубляться, прямо все рассказывать, потому что это все-таки не лекции по истории, не лекции по археологии. Наш народ такой зашел, быстро послушал. Если где-то с кем-то хайп идет, там, с Бузуртяном или Абадяном или кем-нибудь, я вообще говорю, если идет какая-то Месилова, заходит, хоть 1000 человек прибегут. Ну или с кем-либо другим. А если ты начинаешь говорить с обычными людьми, начинаешь говорить об истории, о терминологии, рассказывать какие-то периоды определенные, люди, ну, как-то абстрагируются от этого. Поэтому никакой ни один народ даром не надо, Нарния не может быть одним народом с нами. Вот. Я вообще говорил гипотетические вещи, поэтому прошу прощения. Есть, конечно, книга Хасана Бакаева, книга, которую мы в основном зачитываем. И в его оглавлении про культуры. Дело в том, что в книге Хасана Бакаева у нас нету археологических каких-то культурных... О культуре, конечно же, есть, но именно как здесь научно подмечено, допустим, археологическая культура, здесь его нету. Здесь его нету. У Хасана, допустим, у Хасана Бакаева мы введение, то есть тоже 26 тем, так сказать, определить, если. Расцвет чеченского языка хурита урарским, Нахчи и Нохчи, Нахчимат, Нахамат или Нахчамат. Инновации Энфа Яковлева и Заурбека Мальсагова. То есть это тема. Нахчи как общее самоназвание чеченцев и ингушей. Чий человек, чьи люди, изыскание Адольфа Дира. Пастырь горных земель Кирилл Данаури. 5 городов с названием Нахачевань в княжестве Нахчерии. Крепость Нахачевань и Кахетии. Нахчеван – земля рода Нахчта. Нахчевань и чеченские тепторы. Нахчеван и хуриты. Нахчеван или Нахичевань. Нахчеван, Гути и Назир, гора спасения. Арцах и Тейп-Варандой. Чеченцы Дзурдзуки. Этимология названия Дзурдзуки, Дурдзуки. Дзурдзуки и Бунтурки. Сарматы и Дзурдзуки. Дзурдзуки и Причерноморье. Чеченцы-кистинцы. Шарой, Шарван, Шараэл, Шарур. Страна Халиб в чеченских тепторах. Царство Халиб и Нухаше в Сирии. Сасаны, Шишены и Нахче. Кавказ и Кавкасиане. Кавкасиане и Кабанцы. Заключение, библиография, статьи, заметки, этимология. Все вот это содержание книги, новой книги, более дополненной версии, прекрасным оформлением Хасана Бакаева. Вот что здесь интересно кому, что мы можем зачитать, что мы можем рассказать по этой книге, то есть непосредственно поделиться с вами, у кого нет возможности приобрести эту книгу. И вообще ваше мнение, так сказать, что вы думаете, как вы считаете вообще подход, работа Хасана Бакаева всегда является одним из эталонов сдержанности, четкости и непосредственно материалы, которые
можно с гордостью предоставлять всем остальным представителям интеллигенции. Вот, поэтому я зачитываю материалы и у Хасана, и у Салмана. Вот я по очередности делюсь, и мы будем, иншаллах, вот так работать, кому интересно, конечно же, наша история. Просто я эти материалы зачитываю в надежде то, что вот это интересно. У нас есть книга «Так это было», «Черный февраль», Иоганна Бламберга книги есть у нас. Гумба книги есть. Ну, у нас очень много книг разных, которые просто я-напросто не успеваю. Башлам, это мы сейчас будем обсуждать книгу Хасана? Нет, мы не будем обсуждать книгу Хасана. Я не говорю, что мы будем обсуждать книгу Хасана. Я говорил, что сегодняшний материал по Каякена Харачевской я зачитал с этой книги. Мне просто задали вопрос, это с книги Хасана или не Хасана. Вот. В любое время вы должны прекрасно понимать, что видео не удаляются, видео сохраняется, оно не монтируется в таком же виде, как есть. Единственное, что я благодарен брату Ибраиму, который заглавление, я просто не знаю, когда заходишь, он фотографирует, там пол лица только показывает, и как-то, я не знаю даже из-за чего это, но непосредственно брат Ибраим берет фотографии, но он умеет этими пользоваться. У меня нету компьютера. Я еще раз повторюсь, я работаю на телефоне, а телефон вещь, как вы знаете, очень такая ограниченная версия здесь. Поэтому мы все понемногу, но обо всем мы будем, конечно же, обсуждать. Просто я должен понимать, и вы должны понимать, насколько это интересно. У нас очень узкий круг. Я не знаю, там, после просматривают намного больше, чем во время прямого эфира. Я знаю, что нужно анонсировать, что я как-то в последнее время ряд проблем очень таких, которые я еле-еле справляюсь. Из-за этого мне приходится каким-то образом, как говорится, выходить из ситуации. Я забываю делать анонс, но мы обязательно, если я не минус там 0,0 там рублей, извините, у нас здесь рубли, значит, я буду в эфире. Обязательно эфир пятница, суббота, воскресенье. Это каналы YouTube, это каналы Telegram. Ибрahim, если у тебя получится вот этот кусок вырезать, который сейчас я говорю именно об этом времени, вырежи его, пожалуйста, выложи у себя в Инстаграм, у тебя все-таки доступ в Инстаграм есть, выложите и раскиньте, чтобы знали люди, чтобы с ВК, с Твиттера, с Ютуба, все, поэтому надо заходите, отправляйте, чтобы подписывались. И ссылку надо, Ибрahim, обязательно оставь ссылку на YouTube, по которому можно было, люди могли сразу перейти. Ну, у нас очень сложно и трудно догоняет эту тематику. И мне по WhatsApp тоже скинь, я у себя уже на Телеграме тоже постараюсь найти Wi-Fi с VPN и загружу на свои оба канала Instagram, чтобы об этом тоже знали. Хотя я много раз говорил, подписывайтесь на Telegram, подписывайтесь на YouTube. Мы с Ибраимом очень, поэтому очень много об этом говорили. Вот. И распространение информации, и самое главное, собрать побольше людей. Это наша цель собрать. Почему? Потому что я не просто так говорю, как вы знаете, норнийцы не спят. Вообще не остановилась работа норнийцев, причем на запрещенной платформе. Они дальше и так долбят, раскидывают и занимаются этим. Вот. Ибра, если у тебя сейчас есть там что-то сделать, фотографию, прямо с прямого эфира, ты можешь заскринить и вот эту фотографию уже поставить как, ну, вставку, как ты делаешь, чтобы там нормальная фотография была. Хватит там игр, думал. А то там на пол лица я делаю, я даже не знаю. Язина гушду
Ибраим брат хундикха тамбар прямой эфир. Юка асьязина гуш хунцахул. Хайнха ответ ло брат. Кузаху гушу. Не знаю, как в другом месте, конечно. Но здесь тебя видно. Вот. После эфира. Не, я сидеть деться ван, Ибраим. Я вообще говорю, чтобы мы могли... Короче, Хайнди Хордон, ты в этом мастер, я не столько в этом разбираюсь. Вот. И час, 2 часа с 10, не забывайте, пятница, суббота, воскресенье. В Телеграм или в YouTube. Проверьте, просто зайдите, есть ли я в Телеграм, есть ли я в YouTube. Вы сразу поймете, мы вот. В Телеграм я, наверное, хотел зайти сегодня, у нас должен был быть стрим там, один бугор вот с такими бицепсами обещал, что сегодня зайдет и разнесет меня в пух и прах по истории. Но, к сожалению, видать, нарнийская бицуха свисла, и он отказался, но не пришел, по крайней мере. Из-за этого я зашел непосредственно в YouTube, чтобы здесь было проще. Снова же... Собор делаешь? У меня же еще где-то должны были быть. Ага, есть. Есть. Забыл. Но я еще с тех пор. У нас остались, там были высказывания о том. Ну, вот эти. Нам братья помогли. Видите, да, здесь зеркальное отражение, поэтому я зачитаю. Это географическое и этнотерриториальное демографическое положение Чечни в 19 веке. И здесь как раз таки показывают все точки, все тейпы, в основном, кто относился к чеченскому народу и на какой территории они находились. Это вот там прямо карта. Карта схема расселения нахчийских обществ 19 века. Вот она. Здесь описаны все тейпы в основном. 80 тейпов здесь, сразу вам говорю. 80 тейпов, там Чинхуа, Мелхи и все остальные. И у нас есть карта, которую мы по видео показывали. Это карта 1833 года. Я много раз вам говорил о картах, я много раз вам рассказывал о количестве людей, сколько людей было посчитано, это уже в 1833 году. Смотрите, это вот мини-версия ее, вот она, в формате А4, а это уже чуть больше. Так вот, эта карта, вот, смотрите, это карта обитающих между морями Черными и Каспийскими на пространстве подвластной России. Чтобы вы понимали, в этот период уже непосредственно здесь Армянская область, провинции мусульманские, то есть это где нынешний Азербайджан, провинция Кубинская, провинция Бакинская. Вот и здесь, в этой карте, общее народонаселение, вот она здесь, я вам показывал, вот, смотрите. В следующем эфире мы обязательно, я вам покажу. И здесь написано, я много раз говорил, что здесь обманывать никого не нужно. Количество людей на тот период. Допустим, но на 1833 год общее количество наших братьев, адыгов, кстати, на этой карте они так и написаны, черкесы или адыги. Прямо так и указано. Общее количество их 501 тысяча человек. Отдельно абадза, то есть это, я так понял, абазины, да, 109 400 человек. Это 1833 год. Это первая половина 19 века. Это до того, как имам Шамиль пришел в Чечню. И она стала официально называться, там, допустим, имамат Чечни и Дагестана. До этого периода. Они все это отмечают. То есть это официально составлено из сведений, имеющих
императорском штабе отдельного Кавказского корпуса 1833 года. То есть это научная карта, не военная карта. Вот, я вот как бы сверху. Нагайцев, общее количество нагайцев в 1833 году, здесь написано, что их было 16 тысяч человек. 16 тысяч человек в начале 19 века. Чеченцев. Чеченцев вместе со всеми, здесь написано 210 тысяч человек. 210 тысяч человек. Это чисто чеченцев. Киндер Дересхел. Потом, кумыков, общее количество всех кумыков вместе взятое 30 тысяч человек. И дальше уже идет, я не знаю, почему кумыки идут отдельно, потом идет дагестанцы. Ну, здесь, видать, малые народы, владения там и так далее, здесь перечисление идет. Дагестанцы, общие, все дагестанцы вместе взятые, здесь написано в конце 545 тысяч человек. 545 тысяч человек. Абхазия, нет, Абадза 109 тысяч, я вам сказал. А вот Абхазия идет здесь отдельно. Абхазия 45 тысяч человек, 45 тысяч 96 человек. Сванов 25 тысяч человек. Осетин 35 тысяч человек, 35 тысяч 750 человек. В Грузии, общие Грузии, включительно получается 329 тысяч 460 человек. Вся Грузия вместе взятая 329 тысяч 460 человек. Это почему-то написано... нет, подождите. Чтобы... Нет, прошу прощения. Общее количество, там уже добавляется Тушин и все остальные. Общее количество 584 тысячи 944 человека. Общее количество. Армянская область 164 тысячи 690. Эти мусульманские провинции, это нынешний Азербайджан, 258 тысяч 322 человека. Кубинская, Дербенская, всего вместе 2623 человека, кажется. Нет, 2 миллиона 623 человека. Вот. И, само собой, здесь, на этой карте, как вы видите, да, вот эта карта. На этой карте есть цифры, которые непосредственно называют каждый по своему, каждая цифра обозначает то общество, которое проживает на этой местности. Потом, что я хотел еще важного отметить. Так. Чтобы было понятно. Так, верхние кубачи, тогда владение. Ага. Вот, смотрите, по количеству человек. Салаватовцев по Дагестану 10 500 человек. Это начало первой половины 19 века. Гумбетовцев всех вместе 15 тысяч человек. Андийцев 15 тысяч человек. Койсобулинцев 35 тысяч. Леорцы, что ли, называются, не знаю, то ли леорцы. Их 25 тысяч человек. Таати, Цугур, Ротлу, Тамсуд, Касо, Дидойцы, 1500 человек. Вот, из тех, которые мы знаем. Дидойцы, я сказал вам, андийцы, я вам сказал. Табасаранов. Верхние, нижние, это итого там 25 тысяч человек. Акушинцев 30 тысяч человек. Казикумухи и кюринцы 37 тысяч человек. Андала 20 тысяч человек.
Джарская область 67 тысяч человек. Странно, что здесь отдельно нету. Очень странно, конечно. Я, по крайней мере, не вижу. Но кумыки вот здесь отдельно написано. Аксаевские, Индереевские и Костекские. Больше всех эндреевских кумыков, их 20 тысяч. Вот по этой карте мы тоже, конечно же, с вами поработаем. Здесь она очень хорошо указана, что меня очень привлекло. На всю территорию, фактически везде, в начале еще, хотя были и кюринцы, и кубинцы, и все остальное, но Дагестана, как такового названия Дагестан нету, написано большими буквами фактически от границы, да, от границы с Чечней, с нами, до самого Каспийского моря написано большими буквами лезгины. Не леки и так далее. Именно написано лезгины. Вот. Ну, не знаю. По крайней мере, того периода. Верхняя часть это кумыки. Границы между нами и Дагестаном по этой карте является река Сулак. Фактически, да, или нет, или не Сулак. Да нет, Сулак. Ну, за андийцами, я так понял. Ну да ладно. Да, это время, когда еще небольшая часть нашей Родины была в руках Малой Кабарды. То есть это верхняя часть, где ныне Малгобек, Псидах и так далее. Это уже этот период по этой карте. Вот. С картами, конечно, немножко сложновато, но мы понемногу собираем. Это не дешевое удовольствие, с учетом того, что людей, которых мы... сарказм. Написал сам себе. На этой карте, которую я вам говорил, упоминается граница расположения обществ приблизительно, по крайней мере, 19-го. Это составитель Аман Сулейманов. Давайте я вам быстро пройдусь, какие тейпы есть на этой карте, которые отметим. Мелхи, Кей, Тирвай, Дишни, Чухуай, Мулкуай, Майстуай, Хилдиарой, Хачрой, Чанти, Зумсуай, Чинхуай, Гученхуай, Нихлуай, Шуатуай, там же Тумсуай, Вашандрой, Хаккуай, Варандуай, Кейлуай, Мершлуай, Сеттуай, Гаттуай, Памтуай, Серблуай, Ляшкруай, Сандахуай, Кеслуай, Шикруай, Шаруай, Жолдуай, Цеси, Дай, Хуландуай, Хакмадуай, Химуай, Кири, Бути, Чейруай, Нохчкелуай, Нижлуай, Чеберлуай, Жайрхуай, Мецхалуай, Веппи, Кекалуай, Галгай, в скобке написано. Кекал написано Галгай. Царуай, Цечуай, Мержуай, Ялхруай, Эхки, Галай, Нашхуай, Пешхуай, Эльстаншхуай, Чермуай, Харачуай, Эрснуай, Экшбатуай, Гунуай, Белхтуай, Курчлуай, Цуантруай, Тезенкалуай, Ширди, Гуардлуай, Айтқалуай, Шунуай, Энкалуай, Ялхуай, Алруай, Энгнуай, Сесенуай, Бенуай, Гендергнуай, Билтуай, Зандхуай, Аухуай, Ингуши Алязин, отдельно Несерхуай, Галаш, Арштхуай в Цикарово, Псидах, почему-то отдельно язынек, Теркист, Баргани, Баргной, Кумыки, Гачок, Гачолхуай,
Мичик, Мичикизовцы, Герменчук, Шалей, Алды, Чечен-Аул, Старые Атаги, Атвай, Гихи, Гихвай, Баца, Тушбаца, Бацвай. То есть это все те, которые размещены на этой карте, которые я вам говорил, которые более или менее отмечены их место дислокации. Поэтому это вот мы обязательно в следующем эфире я вам повторно покажу карандашом, уже наведу на карту и буду показывать, где вот именно в начале, в 19, вот первой половине 19 века и 20 века находились эти общества. Не забывайте, эта карта составлена непосредственно по работам одного из самых наших важных, хотя не все согласны с этим, однако Амад Сулеймановым, это наш известный этнолог, исследователь и этнограф, вот, по его работам, и дополнено Ахмадовым и Хасмагомадовым. Вот. Это не забывайте, я не говорю, сразу прошу, Алды, Шали, Герменчук, я прошу не путать, я прошу вот эти места, это места дислокации непосредственно, которые на этой карте указаны. А теперь давайте ответим на вопрос. Это не просто Сободел. Читаешь? Нет, не читаю. Как я могу одновременно читать и следить за чатом? Так, откуда бы начать? Так, Сюлей и так далее. Так. О, Дадо, Кадухду. Башлам, что скажешь? Чеченцы платили дань. Я скажу об этом. Расул, ты опоздал на 3 года. Мы с Юлей никогда не платили дань и никому не платили. Ты пропустил мои эфиры, лекции, поэтому у тебя явно опоздал ты. Надо было чуть больше смотреть, читать то, что я загружаю, и поймешь, что я по этому вопросу 100 миллионов уже постов сделал. Но есть историки, нету историков, не надо мне, Расул, гнать. Какие историки есть, я знаю. Это, во-первых, Лаудаев, а он не историк, не этнограф. Хорошо, я дальше читать не буду, давайте я спущусь вниз. Я имею в виду свой другой аккаунт. Башлам канал сделал в Ютубе. Лялям Балаев. Нет, канал был давно, его сделал Ибраим, он просто передал мне его сейчас им рулить. Башлам, ты смотришь чат? Сейчас смотрю. Я хочу знать ответ. Я по ответу сразу вам сказал, Расул. Видео сделали уже разоблачение об этом давно. Валла сделали, уже 100 раз сделали, об этом говорил. Никогда с Юлей не брали у нас никакую дань. И мы не платили дань. Об этом прекрасно есть как аргументы, так и контраргументы. О том, что платили и не платили, Лаудаевская и Татоевская тема, но мы об этом я зачитывал вам, рассказывал. Они были призваны в качестве управленцев, и для чего я вам рассказал уже. Ну, блин, во время эфиров прямо вопросы задавать через WhatsApp, это, конечно, если если ты хочешь там помочь, задонатить, вот здесь есть бот Ибраима. Не бот Ибраима, здесь есть бот. Там есть та же самая номер карточки, который у меня был всегда. Visa, MasterCard работает у меня, не отключалась, все есть. И Kiwi работает, и MasterCard, и все, никаких проблем с этим нету. Если вы живете в Европе, там есть карта непосредственно, Donation программа, Ибраим загрузил. Вот, помочь каналу, там есть Donation. Просто вы донатите через эту программу, кликайте и можете пройти и сделать донат, если даже вы в Европе. Никаких проблем нету. Я не знаю, почему. Башлам, знаешь ли ты, что связывает Цеси, Эхшбатова и Галашевцев? Галашевцев нету, Цеси, Эхшбатова и Мулквай. Ты попутал. Я знаю прекрасно эту легенду и читал ее. Если ты об этом говоришь. В Инстаграме у тебя много просмотров были. Наверное, мне все знают твой YouTube канал. Киндер, да, поэтому вы раскиньте. Кто знает, просто это не Инстаграм площадка.
Всем, кого вы знаете, отправьте, скажите, что сейчас мы тусуемся все на Ютубе и на Телеграм-канале. Ничего такого, Башлам. Я снова задам только почти до конца. Не нужно снова задавать вопросы, Ибраим. Расул. Ты задаешь вопросы, которые мне Сюли задает каждый день. Скидывает там две ссылки. Одна Лаудаевская, одна Татоевская. Миллион раз делали разоблачение. Хасан Бакаев прямо в эфире. Хасан Бакаев это вот уровень намного выше, чем у меня. Я-то не настолько, вот, как говорится, потратил свою жизнь и намного моложе, чем Хасан Бакаев. Он прекрасно знает. Мы у Дубровина зачитывали, что они попрошайничали, много остального. Но я не хочу об этом говорить. Если Сюлыч сегодня там утверждает, что платили, я еще раз говорю. Сегодня вы поверите, что платили или нет? Ничего не изменилось фактически с тех пор. Если платить дань, это платить закат во время имама Шамиля, а имам Шамиль был имамом Чечни и Дагестана, то это можете сказать, что да, платили дань. Цеси вала Ибраим Хасавош Хулюшук, цеси Мулквай Эшбату Ковашлошу, это есть легенда, я об этом знаю, про трех братьев, но цеси был сам Харца Вегуке. Да, это Кетер Паш, да, это легенда, но она зафиксирована. Это легенда, она зафиксирована. Хотя в случае с Цеси и Эшбато нет. У Цеси тоже есть Q, ДНК. Это не легенда. У Эшбато есть Q, у Ардло есть Q, поэтому вполне возможно Цеси и Эшбато нет. Но вот Мулквай, считающий старшим братом, я думаю, там было родство не кровное, ну, другое братство. Поэтому цеси эшбатуай церцаденкаю в основном, а вот муквай кюю оршун пока цахеза, если ты про ДНК говоришь. Но мы говорим не про ДНК, мы говорим о другом, о том, что муквай эшбатуай вели родство, об этом подтверждают и старейшины, до сих пор живые старейшины. Чола, шивеши сан, шинкавеши сан, юка гергалухла, мулквашни, эшбатуашни, юка, цесишни. Вот, интересно, это я говорил. Так, интересно, они навсегда заблокировали. Инстаграм не заблокировано, просто нельзя там проводить многие версии и вещи, которые я вам говорил. Вот. Эта легенда есть. Мулкуай Башлам, ты написал, что чеченцы прибегали к их покровительству, и что чеченцы, ауховцы поселились там из-за междоусобиц. Нет, я никогда не написал, что ауховцы поселились там из-за междоусобиц. Ты путаешь меня. Не я написал. Я публиковал другие версии. Но я никогда в жизни не говорил, что ауховцы поселились там из-за междоусобиц. Такую ерунду несет только Красный Горшок, хапизовцы и сюли-нарнийцы. И остальные некто нарнийцы, и сюлийцы, и остальные все кто угодно. Я не знаю, кто там еще это говорит. Ауховцы на этой территории живут раньше, чем кто-либо оттуда там появился. Если я говорил о том, что второй исход произошел в 15-16 веке, второй исход, то есть в 15 веке, после нашествия Тамерлана, что они спустились. Вот о чем я сказал. Вот. Это было второе. До этого на плоскостной территории, до самого Каспийского моря, были чеченские земли, и они занимались... Неправильно прочитал комментарий Расула. Все, ну бях мобиладах, если я неправильно прочитал. Башлам, там написано, что чеченцы прибегали к их покровительству. Еще раз я тебе говорю, я понял, Расул. Чеченцы прибегали к их покровительству. Мы много раз это разбирались. Об этом говорили. Еще раз повторю. В связи с тем, что чеченские силы были после нашествия Тамерлана истощены, но по мере возрождения они начали спускаться на свои земли, на которых всегда они были хозяевами.
они начали спускаться потихоньку на земли. И эти земли уже в то время начали подселяться на эти места, претендовать какие-то соседние пришлые кочевые племена нападать. И с той, и с другой стороны разницы нету. Нападения были жестокие, убивали, угоняли скот. В связи с этим было принято решение, дабы не было никаких проблем, запросили и сказали, чтобы прислали их самых лучших, самых авторитетных представителей из их народа, чтобы они якобы управляли этими землями. А мы временно арендуем эти земли, или же временно вы будете нашими менеджерами. Ну, грубо говоря, современным терминологией. Они не имели все, как один ученый говорит, они не имели никакой власти над чеченцами, как такового. Когда чеченцы ногчи начали усиляться, то есть ногчи там деба, дебша, шей, юня, кит, даманистела, они их прогнали или уничтожили. Об этом не только я про 15-16 века я молчу, но об этом еще во времена Ермолова так говорит, что многие князья, нуцалы, шамхалы боялись даже выходить без охраны. Об этом говорит и пишет Хасан Бакаев. Не Хасан пишет, он эти моменты нашел, и я это публиковал. Я не говорю, что везде было повально так. Прошу не путать времена имама Шамиля, когда было единое государство, это совсем другое. Хотя некоторые там норницы уже пытаются, что там были рудники во время Шамиля. Да, были, потому что это было общее государство. Но они не были национализированы или национальными, поскольку и нету захоронений никаких сюлей там. Там чисто Шаройский район захоронен в основном Нохче. Я не говорю уже про Кенхи. Кенхи по тому же Гюльденштету это чисто чеченское название. Не забывайте, это 18 век. Кенхи, Белая речка. Никакой ни Кванхи, ни Сямпуньсяо, ни Емагаси, Ямакоси. Вот как все это было. Я понимаю, что я в свободном там как-то разговорном стиле вам говорю об этом. Поэтому, что платили, да, опять же, ссылка на Татоева. Ссылка на Татоева говорится о нижней части реки Аргун. Нижней части Аргун это нынешний Чечен-Аул, Бердкел и эта местность. Аргун это местность. Я еще раз вам говорю. Как раз об этой местности, когда некий Нуцал галопом во время охоты заскакал в это место, он увидел камень с надписью Чечен-Талла. И это место настолько сильно понравилось ему, но в этот момент выскочили терские казаки, порубили одного-двух охранников, убили аварского Нуцала, тот убежал. Посмотрите, какое расстояние. Это не на машине уехать. Он сбежал в Эндери. В Эндери ему один кумык подсказал, если ты хочешь, друг или кумык кто сказал, если ты хочешь получить эти земли, то ты должен обратиться. И есть официальное письмо этого Нуцала или князя, где он говорит: о, великий мой падишах, прошу, отдай мне эти земли, чтобы я был хозяином на этих землях, чтобы я управлял. Опять же, за счет царской России. Точно так же, когда говорится о правлении князей Турловых и остальных, вначале у них была власть. Но позже они начали не раз прибегать к царской администрации, говорить, чтобы помочь, что начали... Чеченцы перестали слушать, и они утеряли вес и авторитет. Но это российские документы говорят, это не я говорю. Эти документы все есть, я их публикую, вы не читаете их. А потом заходите и мне рассказываете о том, что оказывается, якобы я вам объяснил, как это было. Ситуация была очень сложная. Да, на нашей территории были черкесские беки, кумыкские шамхалы и небольшое количество там аварских нуцалов.
к которым мы прибегали время от времени. Но после установления, уже во времена шейха Мансура, когда крепко наш народ стоял на ногах, прогнали всех. Во время шейха Мансура нуцалов их не было. Оставались еще небольшое количество беков черкесских и шамхалов. Но и те, и другие, само собой, за ними стояла царская Россия. Вы не слушаете, вы не задаете нужные вопросы, когда вам об этом говорят. Об этом моменте написал Татоев, нижней части реки Аргун, что они платили. Да, они были, определенное время они были подчинены. Если вам об этом говорит кто-нибудь там из соседей Запада, они тем более были. Тут ничего такого нету. Это время, когда наиболее слабые мы были. Это после нашествия Тамерлана. Народ был очень слаб, сократили. Но потом начали приумножать, спуститься. Из-за междоусобиц, то, что лам-эхкы ушли там, заселили в 17-18 веке, позволили нуцалы поселиться ауховцам на этой местности. Но вы сами подумайте, насколько нужно быть дебилом, если ты говоришь, что только в 18 или 17 веке якобы заселились туда. До этого там не было ни одного ауховца, ни одного акинца или акока не было. Только, ну как не было? Шихмурза Окотский, 1558 или 56 год. Это 16 век. В 16 веке они уже есть там. А вы верите этим дебилам, которые сегодня из-за того, что не хотят освободить дома исконно ауховские, дома, земли, не хотят возвращать названия, то, что они по всем законам и светским, и мусульманским хотят оправдать, они это пишут, причем с подачи западных норнийцев наших, некоторых, не всех. Понимаете? Вот они и пытаются это сделать. Они используют это. Я же вам доклад зачитывал, этот гребаный доклад, который можно в одно место понести. Там целые, там, я не знаю, параграфы целые по этому поводу. Не мы это написали об ауховцах, не мы это написали об акинцах и все остальное. Не мы. А после этого появляется вот Чекиндези, который говорит, в 18 веке, оказывается, астхоевцы и лам-акинцы переселились с западной части туда, мы их позвали, потому что, и под каким благим намерением, что они пришли к нам только для того, чтобы принять ислам и так далее и тому подобное. Они пришли туда не от вас ислам принять. Ислам — это Всевышний Аллах даровал религию. И он шел с востока на север. Вот. Не ведитесь вы на эти провокации, не ведитесь вы на эти всякие вот вещи, которые занимаются непосредственно. Я еще раз повторяю, я не говорю ничего о соседних регионах. Имеется в виду по территориальным, там, исторически. Я не говорю об этом. Я говорю о своем видении, поскольку я ознакомился с многими материалами. Что касается этого царского офицеришки Лаудаева, который сам никогда в жизни не был дальше, даже не был в крепости Грозной, дальше крепости Грозной он никогда не был. Никогда дальше крепости Грозной он не был. Как он может знать об этой ситуации? В то время не было ни интернетов, ни газет, не было, ничего такого не было, чтобы прямо свободно каждый мог достичь. А он царский офицер, причем попавший в опалу, и чтобы оправдаться перед ними, ему нужно было сделать, оказывается, хорошую работу, где мы были все такие варвары и плохие. Их, послушай, там воевали только в восточной части Чечни. Поэтому я говорю, любые моменты, любые ситуации, это говорится только для одного. Я еще раз объясняю. Ни Сюйлы, ни Галгай, ни Гири. Своя история у них. Изучайте. Дай Бог вам процветания, чтобы все у вас было хорошо.
но не лезьте сюда. Мы были до Аргуна с учетом того, что ты за российским императором пошел, попросил земли. Время. Ты не воевал, ты не отвоевал эти земли у чеченцев. Ты напросился у царя, бил челобитную, получил эти земли за счет этого. Также вы получили и, извините меня, в советское время получили Ауховский район, который никогда в жизни не был в составе Дагестана. И вы прекрасно это знаете. Но это свершившийся факт. Сегодня это уже состав Дагестана. Сегодня никто не говорит об отъединении Ауха. Сегодня говорят просто об исторической справедливости, вернуть дома и название их все. Все, они больше ничего не говорят. Это 200 тысяч ауховцев. Почему мы говорим? Не потому, что притязание есть к этим. Нет, потому что это наш народ. Это не акинский народ, как вы пытаетесь рассказывать. Понимаете? Это не акокский народ. Не войнарский народ. Это нохчий народ. Это часть чеченского народа. И из 50 тейпов, 45 тейпов, там чисто нохчи тейпы. Остальные 5, это которые так любят себя называть войнарскими из-за собственных амбиций и небольших эгоизмов. И то не все. Не все. Поэтому мне без разницы. Я еще раз говорю. Много материалов, но я же не использую их. Дубровин четко описал в этом моменте. Я не использую материал Дубровина, я не использую моменты этого офицера, который был в плену. Он рассказывает, как чеченцы платили дань и что является данью. Я не хочу об этом говорить, ибо на самом деле невиновных я не собираюсь обвинять. Но, да, у нас было общее государство, которое называлось Имамат. Там Северо-Кавказское Эмиратство, там Шамиля. Оно у нас было, оно было общее. Общие границы были. Ну, само собой. Да, отвоевывать ее в основном помогал непосредственно чеченский народ. Выбрал своим имамом Шамиля. И за ним пошли чеченцы. И 20 лет. Нет, если вы думаете, что только 20 со времени Шамиля, неправда. Все братья Байсангура Биноевского, которых в семье было 9, их было общих 9, говорят некоторые, но там небольшая есть. Из 9 все они, как один, погибли в Газавате, начиная от первого имама Кавказа, Гамзатбека, Гази Мухаммада, заканчивая до имама Шамиля. Даже когда имам Шамиль сдался, последний из них, Байсангур Биноевский, вы знаете, что попал в плен. Каким образом, я вам тоже рассказывал. Ну, попал в плен или сдался, извините, там, по Шамилю уже, я честно уже не знаю, как у каждого своя версия. Нисколько не умиляю там Шамиля. Он историческая личность, это мега-личность, спора нет. Но 20 лет на территории Чечни чеченцы полностью его поддерживали. Заметьте, ни в одном своем выступлении после пленения Шамиль, находясь в Туле, в Санкт-Петербурге, где бы он ни находился, ни одного, по крайней мере, не зафиксирован, я не видел, чтобы он говорил плохо о чеченцах, о нохчи народе. Ни один раз я этого не видел. Общее высказывание, но он имел на то право, он считал себя верховным главнокомандующим, духовным наставителем. Какие-то, может, общие высказывания у него были. Но чтобы в отдельности он проклинал или сказал, что его сдали, предали, ни одного слова про чеченцев у него нету. А вот про некоторых других народов у него есть. То, что сегодня нам интересно, его мысли, его поведение, был ли с ним Байсангур, не было ли с ним Байсангура, и так далее, и так далее. Мы многие вещи, конечно,
обсуждаем. Но это не принижение его. Нисколько не принижение его. Просто интересно людям знать. У каждого свое мнение. Это как в политике. Ты можешь быть за, там, не знаю, Васю Пупкина, или можешь быть против, а можешь быть вообще нейтральным. Сегодня было такое. А во время войны, в то время, в кавказское время, было и того подобное. Поэтому ваше высказывание, когда вы начинаете, если вы пытаетесь говорить, ну и не забывайте, самое главное, вы тут хвалите Шамиля, тут вы говорите про дань, но, во-первых, Шамиль никогда не брал дань у чеченцев. Он был мусульманин, он брал там, если там закят и так далее, и тому подобное. Все как по исламу, в шариатском государстве. А что касается ханов, ханов всех уничтожил, последних уничтожил Шамиль, если я не ошибаюсь. Их потомков, до детей, до всех остальных. Вы определитесь, чем вы гордитесь. Или нуцалами вы гордитесь, или Шамилем вы гордитесь. Это противоположность. Это антиподы, грубо говоря. Нуцалам по барабану нам были, но Шамиля раненым взяли, вылечили, сделали имамом, воевали с ним 20 лет. И после 20 лет уже, когда поняли, что первоначальная цель, остальная цель не совпадает, уже и сил не было, распрощались. Не ограбили, не поймали, не сдали его царю. Во время окружения его в Гунибе не было ни одного чеченца, ни одного полка чеченского там не было. По крайней мере, не было, если сейчас их не выдумают некоторые, не было их. Вот. А вот придумывать, это вот они нащупали, они, понимаете, военная демократия. Ну, у чеченцев никогда не было да, ханов, князей, военная демократия, свободолюбивый народ. Вот это все, когда ты слышишь, тебя упрекают за это, начинается, пытаются задеть. Пытаются задеть Байсангура Биноевского, пытаются задеть Ташу Хаджи Саисанского, пытаются задеть, там, якобы Нуцалам уплатили дань, там, или у вас там были наши князья и так далее и тому подобное. И вот такие вещи просто-напросто, когда ты не можешь другим ничем задеть, пытаются это сделать. Я понимаю почему, потому что других каких-то контраргументов нету. Нету просто-напросто. Я же не оспариваю. Когда вы говорите, что у нас было государство Сарир, было, но оно было там, где вы находитесь. Оно не было в Чечне. Показывают Ибн Руса, какую-то карту мне показали там. Вообще, настолько эта карта, блин, просто ни о чем не говорит. Закидывают, вот что ты скажешь, ты говоришь, не было Сарира. Я не говорил, что не было Сарира. Сарир был. И на многих картах я встречался с ним. Никаких проблем. Но ваши балаболы, норнийцы, которые показывают Сарир там и половина Чечни, которые вообще якобы, ну когда это было? Сарир граничил там с Аланией, с Аланией граничил или с Албанией граничил. Но извините меня. Наука говорит, к сожалению, немножко об обратном. Никаких великих государств, кроме как Албания, Алания, Хазарский Каганат. Остальные, вот эти мелкие, которые мы хотим, как бы мы ни пытались, нету, ничего нету. Региональные какие-то там маленькие закрепуки были, ни больше, ни меньше. А вот такие, которые в истории реально мега-монстры, такие как Золотая Орда, Тамерлэнг, Хазарский Каганат, Алания, Албания, ну, гунское нашествие, скифы, сарматы. Об этом есть. А об остальном все, что вы говорите, это уровень, блин, я не знаю, это региональный какой-то маленький уровень. Ну, нету этого. Нету этого. Никто не работает, никто не доказывает об этом. А друг друга начинаем там задевать и так далее и тому подобное. Вполне возможно, что те же самые, возможно,
возможно, когда жили по соседству в древние времена, иная была политика, нежели чем сейчас. Вот. А если мы холодной головой просто статистическими данными начинаем подсчитывать, ну, я вам говорю, в 1833 году без малого чеченцев было 210 тысяч, 211 тысяч. Это чисто чеченцев, только чеченцы. А остальных ты начинаешь считать. Кумыков 30 тысяч. Ну, я вам перечитывал. Поэтому вот так вот. Расул, не в обиду, но если ты, как ты говоришь, прав, бах, я читал, я слышал, хотел снова услышать и так далее. Проблема, ты же вроде не старый человек, тебе не 60, не 80 человек, чтобы ты пытался как-то освежить свои познания в этой области. Мне сказали, меня упрекнули, мне сказали, что мы платили дань. Бейся до конца. Бейся до конца. Ищи аргументы, ищи факты. Посмотри видеоролики Хасана. Прям видеоролики есть у него целые насчет этого. Ладно, я-то маленький человечек. А остальные, есть же сильные ученые. Как бы я не хотел, их уровень мне не достичь, к сожалению. Из-за ряда причин. Вот. Но что бы то ни было, кто бы что ни говорил, у нас легендарные национальные герои, ногчи народа. Вы слушайтесь в их имена. Шейх Мурза Акотский, первый имам Кавказа шейх Мансур, Ташу Хаджи Саисанский, Байсангур Биноевский, Бейбулат Таймиев, Батако Шатоевский или Пхамтоевский, Талхик, Уди Мулла, сколько их было? Шуайб Мулла Центароевский. Это мегаличность, генерал. Сколько их было? У нас нету проблемы Айса Гендергноевский. У нас не было проблемы с героями, никогда не было. У нас всегда была проблема только в одном. Собор сейчас ответишь. Башлам, ассаламу алейкум, салам. Алейкум, уважаю вас, Масух, что Масит Шудохун подписан сам политик хыл целия. Вайтвам Болчхайна, Грозный подвал, Шчуа Болчан, Я Акача, Бахнаас, Соца, Сайд Дерес Хейлон, Далдук Вахуал, Аллах Дал Сидуэл. Моти, да он дяка, Сайд Сроу, Мама Дацер, Цуязин Дал Сидуэл, Сайд Далдук Вахуал, и что ногчик Оман Пайдян Хел, Пурблуэлон. Башлам, ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Мокшалму, альхамдулилля, дикю. Какие тейпы ушли от Шамиля? Все тейпы ушли от Шамиля в конце. Герц Сахала, но 21 веке мирный нахдолш, беш, дойш. И муходу. Саид Саиду, я не понял твоего вопроса. В 21 веке, если ты про войну спрашиваешь, лучше сюг махят, тамахлят махят. Духа болчнахана зезулом да дерду соцаху. يتعنى وهم خلت سلاسونا تعاهم يردو الشق وجري تأمخ لاس دور حال وبشي ما هيغدي دعي سمخ يحيد
Heinz уже забредать, что цашие куюча, динума дочь, причет я чудовка, тешим был чундой, тем более и фейковая новость хила. Цундера лырлуш хил. الله دال صدينك ساعة خردات الله دال الشيخ إنخي تمتانك الهردو خردو ستي سمبوي خيرو أخردو تعنا تها دال ديكنز داديرز دوال ويقوم أخ دوغلاس قاخيت سوندر برت بوش تسعدوش خليت لوشو وتروش قيتت ويتسعخلت لوش تعمل ليشو سوندر إستوري يوش تحقي وغيرش يقعد صغيرت يوشجي يقعد صغيرت تغيرش ليش وصلوا عليكم السلام إيش تعلقشون. Ибрahim, я заметил здесь тоже одну статистику в конце эфира, там, когда загружаешь видео, показывают за время эфира, сколько человек зашло. И, в принципе, тоже я смотрел, 300 или 400 человек за эфир, 500 человек заходит у нас во время, пока мы говорим в эфире и ведем прямой эфир или стрим. Вот. Да, не так часто бывают, конечно, бывают. Сейчас, ничего, задали вопрос, сейчас я подумает, что я не ответил. Так, супер дело, что. Ислам, я тебе так скажу, смотри, это для меня новое. Ну, по крайней мере, брат Умар смог задонатить, и Марк Ошучо донатит. Но для работы, как ты говоришь, чтобы она у меня пошла, я хочу сразу, чтобы ты понял, к сожалению, работа идет не так. Когда программа Donation, у нас мало подписчиков сейчас, если аудитория наберется, и мы сможем немножко нормально поддерживать друг друга, я могу более интересный и более сильный контент выдавать. Когда у меня нету поддержки, я сам финансово просто не потяну. Да, 304 просмотра в прямом эфире пошло. Я не знаю, какие функции на телефоне в прямом эфире. Поэтому, Ислам, что я всегда благодарю, ни от кого ничего не скрываю. Ой, тут я да, хоштац, кто может, я не знаю, язин тягат, хват луж прикрепить ело и цело сумцаха во время эфира и номер прикрепить ело цело. Ибрahim, он спрашивает, можно ли прикрепить во время эфира номер тоже, чтобы как в Инстаграме висел насчет донейшена больше, Ислам больше. Вот, сайн хоштаг иду. Я могу, не понял, я могу, ну, короче, суть в том, что во время стрима лайк вообще ставится. Я не знаю. Я здесь вообще ничего не знаю, честно сказать. Вот. Да, конечно, очень сильно влияет поддержка блогеров и стримов. Для блогеров очень важна аудитория. Если нету поддержки для блогера, контент, конечно, страдает. Очень сильно, работа становится меньше, и качество бывает немножко хуже. Поэтому, боюсь, если вдруг что-то идет не так, или я что-то делаю неправильно, как-то не как раньше идет, не как в Инстаграм, я вас прошу прощения, но здесь в этом плане я новичок. Если там за эфир могли 7-8 человек сделать там донат или 10 человек, здесь, по крайней мере, 1 или 2 человека делают, и то, как получится. В Телеграме я вообще, честно сказать, не видел. В Телеграме 1 раз задонатили, да. И что, ну, вот так в чате закрепить возможно. И гуш хельчане закрепить можно, Ибрahim. В следующий раз, в общем, закрепите и тацию, и номер именно Сберовский Нигерия, а ваш бот то даяшек, и ща махалар даята. Если, может, они не знают, солнце 100 раз уже объяснял ему.
Но если он нарнеец, мотя-мотя, если он нарнеец, если он пытается сделать подлость, если он пытается, чтобы посадили, дискредитировать, что угодно, я могу сказать только одно. Аллах дала, шени суансане, hukm duelerdi serdmosh tuyerdat suma bordat. Hund elche sok kuchwah мел волчунах тиеш болкудом. Я со всеми хороших отношениях, всем благодарен, то, что вы подписаны, то, что вы слушаете, то, что задаете вопросы, интересуетесь. Я с вами откровенен. А если на этом кто-то хочет сделать подлость, то он не является ни мужчиной, ни женщиной. Он является оно, нарнийское оно. Если есть какой-то вопрос, недоверие, я не знаю, нелюбовь ко мне, ну, ты можешь просто зайти, сказать, вот в это я не верю. Или это свою позицию выложить. Грамотно, четко, там, без мата. Дальше, конечно же, можно уже вести диалог. От того, что вы материтесь или подло сделать пытаетесь, или что-то сделать такое, это уже другое. Нохчи, вообще-то не шейх Мансур. Гроза Кавказа называли Бейбулата. Бейбулата Таймиева называли грозой Кавказа. А шейх Мансур это первый имам Кавказа. Вот, его называли еще революционером. Вот, Ибраим, иш за закрепить инду и исит цаау ичани, а прикрепить ичани. Солнцаха и прикрепить муню. Хажа, хумди, дуэ. Ладно, уважаемые мои друзья, дорогие мои подписчики, наверное, на этом я сегодня закончу. Вы уж извините, у меня пока положение не айс, поэтому я прошу прощения всех, кто подписан, всех, кто посмотрит позже эфир в нашем YouTube-канале. Уважаемые братья и сестры, я вас прошу, подписывайтесь на наш канал, распространяйте, раскидывайте, заходите, задавайте вопросы, интересующие, актуальные, по нашей истории, о единстве нашего народа, о географии, о датах, культуре. Вот эти моменты, они очень важны для будущего нашего подрастающего поколения, для единства нашего народа. Если я каким-то образом задел, обидел или оскорбил вас нечаянно, или зная или не зная, я прошу вас ради Всевышнего Аллаха простить меня. Я не хотел никого ни обидеть, ни оскорбить. Я лишь пытался трактовать, рассказывать историю так, как вижу ее я, понимаю я, и как трактуют об этом многие историки, по крайней мере, предоставляя вам информацию. Мы просто привыкли за последние годы видеть свой народ в негативной форме, описывание в негативной форме нашего народа. Мне нету дела до соседних народов, честно. Какие-то братские отношения, дружеские отношения, с кем у нас были. Мы, надеюсь, что с такими людьми, у которых есть какие-то наши общие истории, мы с радостью это опишем, зафиксируем и будем друг другу помогать и рассказывать, как же все-таки во время Кавказской войны или до Кавказской войны, после, культурно, некультурно мы были, какие взаимоотношения, братские, соседские, это все можно. А так я не вмешиваюсь в соседние истории, мне дела нету, какие у них были суперзвезды или супергерои. А остальное, как вы знаете, кажется, Старостин объяснил ингушам, что ветви не растут без ствола. Вот, постараюсь сделать.
Всем вам огромная благодарность. Не забывайте после просмотра видео поставить лайк, оставить комментарий. Всем моим братьям, сестрам, Ибрашке, Мотя и всем остальным огромное спасибо. Брату Умару и Марку, которые сегодня двое задонатили. Несмотря на сложнейший период, так сказать, нынешнее время. Огромное спасибо. Баракаллах. Дал саадуэл, болдиснек эзершка соудуэлтил. Мы с вами встретимся в пятницу на телеканале Башлам.39 лайв в Ютубе или же на телеканале Телеграм, тоже Башлам, нижний дефис 20. Если вы не подписались, подписывайтесь. И стрим, несмотря на то, что у нас будет идти в Телеграме, его будут транслировать в Ютубе. Несмотря на то, что вот в Ютубе, к сожалению, транслировать в Телеграме у нас не получается. Так что подписывайтесь, приглашайте нам побольше друзей, интересуйтесь своей историей, культурой, этнографией, географией. Мы еще очень много интересного расскажем. Вы можете в нашей истории, каждый может найти что-то и о своем тейпе, что-то о своей родине, о родных, близких, дорогих людей и много-много нового. Я надеюсь, сегодняшний эфир был хоть немного интересен. И огромная благодарность, что до конца послушали. Что касается «Гроза Кавказа», Бейбулат «Гроза Кавказа», об этом сказал Александр Сергеевич Пушкин. Ветви без корней, сказал Кузнецов, кажется, профессор, кажется, он сказал, что не может быть веток без корней. Масера бюстек алёгил, адекюэл. Как со мной связаться? Вы можете написать вопрос. Инстаграм, Телеграм, Фейсбук, Твиттер, ВК, Ютуб. Везде мы есть, везде мы с радостью ответим на вопрос, если это не провокация. Иншаллах, чем можем, тем поможем. Гумадат Саид, если далах, я же сказал, если валах, и что ваца, васэр эхтубаль. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Шутвар нохчучура. Süel жғалыра шуаш башлам. Бүйістей қалауыл, адекюэл маш айл.